Сырья – это там, где цепья от Малмыжской дороги чуть в сторону, а там, где рядом еще Вукагурт, Старая Турья, Карек-Серма, Тагашур, Оркутеш. Так вам объяснят в Балтасинском районе, как сюда проехать. В прошлом это Вятская губерния, Малмыжский уезд. Сегодня северо-западные пределы Татарстана, вдавленные в Кировскую область и Марийскую республику. Маленькая Сырья – одно из густо разбросанных по этой земле древних селений удмуртов. Два больших праздника идут в Сырье друг за другом. В канун православной Троицы и в саму Троицу. Два больших поминальных дня. Троицкую субботу здесь называют Семик. Этот день для родителей, для предков. Все сырьинские, а также уехавшие из этих мест, но имеющие на здешнем кладбище родные могилы, съезжаются сюда в субботу, чтобы порадовать мертвых своим почтением и попросить у них силы жить. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Все души праведных, скончавшихся, душу раба Твоего, спаси упокой, сохраняя ее во блаженной жизни, яшу Тебя, тело полюбче. Покоящий Твоем, Господи, иди же все святыни поковыливаются, упокой и душу раба Твоего, яко един еси человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Со святыми упокой в Христе рабов, душу раба Твоего, иди же несть болезнь и печаль и воздыхание, но жизнь бесконечная. Сам един еси бессмертный, сотворивый и создавый человека, земле, убо от земли создахомся, и в землю Твою же пойдем. Валянстен кием вождёсине, здесь бы дозуста. Истори древние роды стремились, чтобы каждый родившийся прожил достойно на этом свете и после смерти продолжал свою жизнь в том же достойном духе. Каждый человек определяет свое место за гробом именно здесь, сам, своим трудом, всем образом жизни. В Семик мы всегда сюда приходим и просим от наших близких, ушедших к Богу, благополучия для наших семей, чтобы умножалась скотина, чтобы росли хлеба. Кывын уже эсепем, эсептёсы кушса, инек sevgiye medin yaş gözün. Kileme здесь мы вот, божествен божье дойдет при нашу маску. Скажем тебе. В воскресный же день, в саму Троицу, под вечер, люди выйдут на опушку в лесу, на укромное место, где почти что с начала XX века проходит праздник Бельгы,
неизвестный в других местностях обряд поминания погибших земляков в войне, начиная с тех, кто не вернулся с Первой мировой войны. Береги мы еще увидим. Сегодня пока что суббота, Синик. Они знают о том, что мы приходим сюда ежегодно, и рады этому, и ждут, да. Когда расходимся с кладбища, горько плачут, обливаются слезами. Когда мы зажигаем поминальные свечи, это им очень нужно, очень благостно влияет на всю их тамошнюю, нам пока что неизвестную жизнь. Собаки перелинают сие сиряна. Мы умрем, вселенная останется, вырастет над нами ива, на той иве закукует кукушка, и мы встанем в вашей памяти. Сиряна, мисаки тода деюща. В Сириинский Синик на кладбище идут до обеда, а во второй половине дня на улицах деревни поют и танцуют. До глубокой ночи ходят из дома в дом, когда веселятся живые, довольные и мертвые. День памяти и скорби по ушедшим обязательно должен быть еще и днем радости, шумных гостеваний. Bye.
Бурлит, волнуется белая кама, у воды на склоне горы ветвистая сосна. Под сосной сидит одинокий старик, грустит по ком-то, очень тоскует. Почему, старик, плачешь? Почему горюешь? 7 было у меня сыновей, 7 было работников. Из 7 6 погибли в германской войне, 7 же, дойдя до Карпат, вернулся домой хромым. Праздник Бельгы известен только в Сырье и еще в 2-3 удмуртских деревнях в пределах Балтасинского края. Сюда, к забытому древнему кладбищу, по преданию, в 1916 году пришли не то 3, не то 6 сырьинских семей поминать своих мужчин, погибших в Первую мировую, в далекой чужой земле, где-то в Бельгии. Поставили в память о воинах деревянные столбы и ежегодно выходили к ним плакать и молиться. Атайлен пилеше предуследним исполна. Амин. Кужейна рейна лен пиез Исус Христос войны ледунчил кръпнада на едлен душ великтен и счастлен и марес умазан и счастлен на вайн свята яслен вышескене на звук милен Амин. Святая имя, святая кузьма, святая кулонтен милен детская. Гражданская война прибавила горе. Одинокие лесные столбы приобретали коллективный смысл.
Все больше семей собирались на этом месте в день Троицы, все, чьи родные пропали без вести или погибли вдали от дома. А после Великой Отечественной сюда потянулась вся деревня. Приходили как на свидание, шептались с родными душами, зажигали свечи. Это у нас давнейшая традиция уже. Это примерно с первых войны 1914 года у нас, когда уже в Германии была война, у нас попали в плен. В Бельгию попали 3 из нашей деревни. Там они погибли. Вот. Значит, их, чтобы их душу упоминать, у нас здесь вот 3 семей здесь создали вот такое, значит, придумали вот такое упоминание. А теперь вот уже после Отечественной войны, последней нашей, вся деревня, значит, скорбит по этим нашим погибшим душам, погибшим нашим воинам. Чувствуем мы, как бы они среди нас. Вот. Их величаем, их упоминаем, и в дальнейшем как бы просим их желание, чтобы мы жили, хорошо жили. Деревянных столбов 16-го года давно нет. На их месте появился скромный памятник. Память о погибших. В общей молитве и песне бурлит, волнуется белая кама, звучащий всегда на бельге. А о жестоких боях напоминает сейчас лишь детская забава. Сражаться вениками раз в году на священном для сариинцев месте. В середине 50-х на бельге появилась первая гармошка. Поминание погибших сариинских воинов приобрело черты праздника Семик, приблизилось к общему древнему удмуртскому принципу и плакать по мертвым, и радовать их танцами, песнями, то есть жизнью. Из нашей деревни, кто уезжает в сторону, этот праздник ожидает с большим интересом. Именно вот из-за этого праздника приезжают, кто уезжает. Вот у нас очень много наших соотечественников, земляков в Удмуртии. Они заранее готовятся, вот уже подходит праздник. А вот сколько на пароме приходится ждать, говорят, чтобы переехать. Столько машин накапливается. Это сбор нашей деревни, встреча, радость и в то же время, как сказать, поминка. Мы помним своих родственников, которые погибли в войне. Вот у меня отец, например, погиб в войне. Мы целый год ждем этот день, целый год. На краю сырьи, на склоне оврага, старая-старая ива, мудрая хранительница духовного богатства сырьинцев.